Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. Перед вами неоднозначная фигура, бывший Чингисхай СССР, общественный деятель, политик, депутат Верховного Совета Российской Федерации, Богатырев Бембулат Берсович. Многие ингуши знают этого дяденьку, который, к сожалению, умер. 12 апреля 2019 года, в возрасте 84 лет он умер. Родился он 9 мая 1934 году в Бердисте, Галштинский район, Чечен-Ингушской ССР. И скончался в городе Сунча. Ну, сегодня я сам доктор экономических наук, пожизненный, можно сказать, агроном. И вот давайте немножко пройдемся по биографии. У меня очень, вот сегодня целый день смотрел вот это, про него, вот эти ролики. Я даже не знаю, как мне быть, потому что такого чеченофоба в своей жизни я-то думал, этот Русь Бузуртанов, Танзила Чабиева, вот этот, все эти Шваль, вот они апогея всего. Оказывается, у них был учитель, по которой они учатся. И я, посмотрев, вот эта молодая девушка решила снять фильм, и вот этот фильм она поместила в Ютубе. Потом поняла свою ошибку про этого Богатырева. Почему-то сняли ее в 2012 году. И в 2012 году. И вот он там откровенничал и рассказал все, как есть, как он относится к этим своим соседям осетинам, как относится он к этим чеченцам, как он их ненавидит, как вот осетины и эти проклятые имущие, вот видите, оговорочка, проклятые чеченцы мешали ингушам строить это независимое государство. Там 3 часа вот этого бреда послушал. Старик очень старый, руки дрожат, губы дрожат. И я не знаю этих ингушей, зачем ждать после того, как он провозгласил эту республику Ингушетия, прошло 20 лет. И через 20 лет прийти немощному, больному человеку, который весь в злобе, ненависти ко всему, не ингушку. И такая молодая девица, пришла студентка, которая с социальной телевидения решила эксперимент. И вот про великого ингушского героя рассказать. Но этот герой хромой, я не знаю, весь руки дрожат. Смотреть очень тяжело, конечно. Больной человек, есть больной человек. А почему нельзя оставить этого больного человека просто оживать свой век? И вот именно вот нужна им вот эта порция чеченофобии. И вот им и достаточно было то, что он сделал, наговорил все эти годы. Обязательно нужно было подробно все это зафиксировать. Потом они поняли, что видят, что они удалили, но вот многие успели ее перекачать. И вот я удовольствием. Было тяжело временами слушать этого больного человека. Вот так ненависть. Вы представляете, человек всю свою жизнь прожил в городе Грозном, ходил по этим кабинетам, вот стал депутатом именно благодаря нас, чеченцам и ингушам. И вот это так небрежно относиться к своей родине, вот предатель, вот. И только Ингушетия, вот она достойна всех похвал. Только эти Ингушетия должна существовать, все остальные пропади. Достался и кабардинцы почему-то. Вот теперь я понимаю, почему они к балкарцам так хорошо относятся.
потому что достался чеченцы, осетине и кабардинцы. Первый час его вот этого эпопеи, но второй час и кабардинцы как-то ушли, потому что этот, наверное, этот интерьер сказал, не нужно про них говорить. И вот он всю свою тело переместился внутренним врагам. Это Руслан Аушу, конечно. И вот эти нехорошие ингуши, которые и дали ему славу, воспользовались моментом, захватили власть. И вот слушаешь, и потом я очень сложно было даже смотреть на это, потому что когда я смотрел, у меня такие мысли, теперь все это, знаете, я раньше натыкался на это видео, но сил не было смотреть полностью. А сейчас, когда я досмотрел полностью, вот картина вот я теперь понял, откуда ноги берутся, откуда они взялись. Все эти лозунги, которые сейчас бегают даже ко мне, эти подлые ингуши, которые никчемы, хотят утвердиться за счет нас, чеченцев, мне пишут это то же самое. И вот оказывается, это Бембалат Богатырев, вот он в своих интервью, это только одно интервью, которое я увидел, а сколько он дал этих интервью, которые мы еще не знаем, которые сами ингуши решили припрятать, чтобы наши чеченцы не озлобить, вот хуже, вот этот Ельцин, вот он рассказывает про этого Ельцин, как будто бы он герой, как он восхищает эти Руслан Хасбулату, я не знаю, вот этот там кроет матом, это Руслан Хасбулатов, вот все беды не от русских, нет, русские там ни при чем, не осетины даже, да, осетины, конечно, их не враг, но вот это все беды от чеченцев, от чеченцев, Руслан Хасбулатов, вот как он ставил палки в колеса, вот, это нечто с чем-то, это нечто с чем-то. Это нужно и столько иметь досмотреть все это, хлама. И вот, представляешь, теперь понятно, почему вот это, и потом одним интервью я же не могу обойтись. Еще несколько интервью, «Война Хендок» пошел посмотреть. И вот этот Ингушетия я смотрел, и они прославили республику, вот есть у них это репортажи, где тоже про Бимбулата Богатырева. Сам это фильм, вот 10-минутный фильм, куда вот 3 часа она сняла, и 10 минут там минутные она включила почему-то. И вот это откровение вот этого человека, и в самом видео видно, что иногда камера отключалась, что он такое говорил, и сами они отключали камеру, чтобы он успокоился. И вот это сумасшествие больного человека вдруг дрожат. Я специально, вот это 91 год, я специально поставил красивую картинку, чтобы вам не было, как мне. И, знаете, я понимаю, вот этот пламенный революционер, на что-то обиженный, на Дудаева, на это Завгаева он обиженный, как он насмехается над ними. Как будто бы я вот послушал, и вот как Бог, почему должны были ничто, даже на вип-сотрудника, это Министерство сельского хозяйства Чечен-Ингушской АСР, он не подтягивал. И бегал там в коридорах, это еле-еле там добился какой-то вот это землями, он там вот этим был самым главным Чечен-Ингушетии. И даже прочили пост министра сельского хозяйства, но, по-моему, заместителем он был, но его биография очень большая. Я напечатал 11 страниц. Это тотальное чтиво. Вот у Идриса Базоркина, великого ингушского писателя, 40 страниц биографии. А вот этого очень объемно, 11 страниц. Это печатно, вы знаете, да? И вот сейчас я не знаю, как обойтись. Я просто хотел бы пересказать то, что он там, эти интервью откровенничал.
Но тоже у нас сейчас добрые традиции, не просто так сидеть и говорить, фантазировать. Это мы не ингуши, мы порядочные люди. Мы просто биографии, там тоже можно очень много интересного найти. И я просто, чтобы небольшой экскурс его трудовой деятельности, его учебы, чтобы вам было понятно, что за чел с современным молодежным сленгом. И вот мы будем идти, тут с одним выпуском нам не обойтись, скорее всего не обойтись. И я начну вот с биографии. Выпускник Омского сельскохозяйственного института 1960 года. 1960 по 1989 год работал в Министерстве сельского хозяйства Чечено-Ингушской АССР, кандидат экономических наук. 1989 года один из лидеров ингушского национального движения требовал восстановления ингушской автономии в составе РСФСР, а потом в России, включение пригородного района прибрежной части города Владикавказ. Народный депутат Российской Федерации 1990-1993 год. Сначала член, а потом заместитель главы Оргкомитета по восстановлению автономии ингушского народа, 1989 год. Председатель Фронта национального согласия Ингушетии и единства, 1990 год. Заместитель председателя Народного совета Ингушетии, 1991 год. В 1992 году Богатырев выдвигали в качестве кандидата на пост главы Временной администрации Ингушетии. Во время осетино-ингушского конфликта Богатырев организовал чрезвычайный комитет по спасению ингушского населения, который спас жизнь многим ингушам во время эвакуации их из зоны боевых действий. После конфликта был вынужден уйти в отставку, впоследствии занимался критикой властей Ингушетии, которые так и не развали принятый Верховным Советом закон и не допустили Народный Совет Ингушетии управления республикой. Мемуар «Россия и ингушский вопрос» 2011 года Богатырев описал проделанную работу ингушским национальным движением для образования Республики Ингушетии, в том числе и собственной деятельности. Но тут только вот это вступление, и вот он состоял в партии «Свободная Россия» и коалиция реформ Верховного Совета Российской Федерации. Вот он туда уходил, не в коммунисты, не это, вот так «Свободная Россия». Новый демократ российский. Вот тут, что я могу вот тут обозначить? Осетино-ингуш, вот мне вот именно я хочу остановиться в осетино-ингушском конфликте. Я хочу добавить от себя пару комментариев. Вы знаете, да, когда это случилось, вот он возглавил вот это движение, и вот они искали деньги, он сам это рассказывает, пошли в банк, искали деньги, им нужно было деньги, чтобы купить оружие. Он не говорит, что вот ингуши купили угрозу, нет, он вот так говорит, что нужно было срочно деньги искать. В Малгобеке все пусто было, везде было пусто. И вот они заранее в банке нашли 60 миллионов рублей. Вот за это они, по-моему, 800 автоматов купили, 2 бронетранспортера, там еще 40, по-моему, гранатометов купили. И, короче, решили в Дарьяльском ущелье, типа там находилось 25 тысяч ингушских беженцев, чтобы их спасти. Вот они все, вот, они пошли воевать с осетинами, а вот так культурно он обозначает, что мы спасали беженцев, короче. И туда они пошли. И вот он говорит, там они мужественно взяли оборону, там русские и осетины боялись подходить. Вот это там почти 25 тысяч человек, вот он спас, и вот это. И, конечно, революции, а деньги любят счет, тем более государственные, которые он почему-то взял. На каком основании он их в банке взял? Израиль, наверное, окружили этот банк сумасшедший,
и вот потребовали выдать деньги. И вот они, как они выдали, вот это я не понимаю, как может банк толпе выдать деньги, чтобы купить оружие, но это другое. Но это действие правоохранительным органам. Потом, когда все это заваруха закончилась, счета пришли к Бембулату Богатыреву, и их выдвинул глава администрации Ингушетии Руслан Аушев. Он обвинил его в краже 18 миллионов рублей, которые он взял в банке. И вот прокурор Ингушетии это дело расследовал. Но он это тоже говорит в этом интервью. И потом 1 числа он типа находился там, ноября 1992 года. Потом, когда начался сессия, вот тут тоже, вот эти биографии тоже это написано, сессия началась 5-6 числа, когда сессия Верховного Совета Российской Федерации, он побежал туда, чтобы выступить. Туда же пришел и Аушев, и другие известные ингушские депутаты, которые члены Верховного Совета, члены парламента российского. И все, типа, он говорит, и я-то записался, говорит он, Руслан Хасбулатов там не хотел мне дать слово, я его послал на эти 3 буквы, я встал, ты мне никто, я депутат, я имею право говорить. И он, когда Руслан Аушев тоже отказался, генералом, говорит, отказался выступить, и мне пришлось выступить, опровергнуть, что творится, прорвать инфляционную блокаду. И вот девушка задает интервью, она же молодая девушка, они такие, а почему вы уехали сразу после этих событий? И вот он взял 18 миллионов и прихватил, и убежал из республики. И, короче, он объясняет тем, что вот Руслан Хасбулатов, вот эти другие, вот эти нехорошие, Исаак Костоев, по-моему, Исаак Костоев, все они хотели его из республики, типа, убрать из республики, и всегда ему говорили, что нужно прорвать инвестиционную блокаду, которую российское телевидение, там, в стороне осетин стало. И вот он был вынужден уехал, и он там оставил ингушские интересы. Ну, потом в 2013 году к нему пришли делегации ингушского Мехкела, с ним поговорили, и вот он там тоже, вот уже Ауши, что он за эти 2 тракторов, он там объяснял, что 7-8 тысяч тракторов ингуши имели, там 20 тысяч рогатых скота, там баранов, что-то, откуда он это взял. В принципе, да, всю жизнь бегал в Министерстве сельского хозяйства, носил кофе начальником, конечно, он там или чай наносил, он знает, как вот это. Очень интересно было. Вот, и с духу я 3, вот, у меня имеется информация 3 разных вот этих интервью, вот этих жиров, как ингуши, не ингуши, а украинцы говорят, разной информации, и вот мне сейчас очень сложно, вот, знаете, если бы я не сказал про это 18 миллионов, это официально выдвинуто было против Бембулата Богатырева, что он присвоил 18 миллионов вот этот банк. И это Руслан Аушев, прокурор Руслан Аушев, даже имена я сейчас не буду вас, голова ваша, столько имен тут, и вот он это сам рассказывает, не я сижу тут, придумываю, а вот он сам. И вот такое странное дело. И вот я сейчас тоже очень долго задумался, почему такой пламенный революционер, который сделает Ингушетию, вдруг в 92 году исчез, уехал в Москву, исчез, больше он не появлялся в Ингушетии. Потом он, конечно, приехал там, и власти предъявили вот эти счета. И вот этот Сетейный Рой тоже, якут, уехал поднимать вот этот, там, не Якутск, да, по-моему, Якутск он ехал. Тоже север уехал, Сетейный Рою, это тоже уехал. Вот 2 вот эти чела, которые возглавляют революцию, достоинств, как бы сказать, ингушей.
в 92 году, когда сам год создания этой республики, в самый нужный момент оба исчезли. Вот сейчас мне объясняется тем, что их преследовали за расхищение имущества. Это не мои слова, это слова самого Богатырева. Я не хочу интервью ставить, потому что это очень сложно. Не сложно, а просто сложно смотреть на это. Представляете, человек вместо того, чтобы вот это чеченцы, назло чеченцам, назло осетинцам, как он нас любит. Вот интересно, зачем ты тогда, спрашивается, всю свою жизнь прожил в городе Грозном? С этим чеченцами общался, хочешь, не хочешь. Даже, может быть, и ходил ему в гости, они к тебе. Вот странно, странно, странно. Потом он рассказывает, как он лишился половины ноги. Через 7 месяцев после начала войны он поехал в Грозный, чтобы проверить свою квартиру. Как он осмелился, такой отважный ингуш. И из танка, говорят, он на меня стрельнули, вот я полноги у меня нет. Квартира, вы знаете, да, многие, раньше он жил возле окружной, а потом переехал в микрорайон, и там где-то у него имел квартиру. Но в микрорайонах таковых боевых действий не было. Зачем ему нужно? Даже в окружной, это в сторону Черноречья, поселок Алды, тройка трамвай там ходила. И вот зачем? Вот, это же не центр города, почему-то поехал во время войны. Вы представляете? Туда, чтобы проверить свою квартиру. Ну, вот такая дрессировочка. Ну, тут давайте еще, ну, это такое-то, знаете, купить оружие, он же сам же это говорит. И вот они вот так культурно говорят, что защищали беженцев. Ага. Вот тут потом ранние годы. Ну, тут повторяется биографии, постоянно повторение. Он в Министерстве сельского хозяйства Кимовской области занимал должность главного инженера землеустроителя республики. С 1989 года председатель Госкомитета Кимовской области по земельным ресурсам и земельным реформе. Он даже министром успел побывать. Ну, понятно, участвовал в Втором съезде Ингушского народа 10 сентября 1909 года, включен в состав оргкомитета. В конце того же, после ставки главы оргкомитета Иси Кацуева, из-за противоречий между ингушскими лидерами, Богатырев стал заместителем нового главы оргкомитета Бексолта Сейнароева, судьи Ленинского райсуда города Грозного. Вот это Сейнароева, видите, они пишут, судья Ленинского райсуда города Грозного. Когда он в 1985 году, когда он приехал, всю свою жизнь тоже, это же великий металлург, находился в флагмане цветной металлургии, вот Казахстан находился в своей жизни. После депортации даже не вернулся, он там был как бы адвокатом, вот там, вот, и потом приехал вот в нефтяном институте Леончиков, потом проработал с 1985 года, а потом вот тут, говорят, успел побывать судьей Ленинского райсуда. А потом 18 марта 1990 года Богатырев стал народным депутатом Верховного Совета Российской Федерации Ингушетии. Верховный Совет был членом комитета законодательств комиссии Совета национальности РФ по репрессии депортированного народа. Также входит в состав фракции «Свобода». Но это повторять я вам сказал. На первом съезде народа депутат СССР Богатырев рассказал в зал о жертвах политической репрессии, о депортации народов в Сибирь, Казахстан, Средний Азию и о последствиях. Выступал на полную реабилитацию репрессивных народов, жертв политических репрессий, а также за восстановление ингушского автономного состава Российской Федерации со столицей правления части города Орджоникидзе, Владикавказ. Социалистической Осетии вышла статья «Кандидат исторических наук Глушкову
размышления по поводу, в частности, Ниам Глушко пытается это показать противозаконность и необоснованность требований ингушского народа восстановить своей автономии. 11 августа 1990 года в Назрань прошел съезд коммунистов Ингушетии, проживавших в Северной Осетии, кроме Богатырева. В съезде участвовал также и народный депутат СССР Белозерцев, Фаргиев, народный депутат Камчата, председатель Совета министров СССР Сергей Беков, заместитель гендиректора мебельной фабрики Казбек Кушто. В своем докладе рассказал о необходимости объединения коммунистов Ингушетии в вопросах восстановления ингушской автономии. Ой, какая нудная статья. 9 сентября 1990 года по каналу «Россия» центральный телевизор был показан документальный фильм Ады Петрова об истории современной ситуации осетино-ингушского отношения. 14 сентября в ответ на фильм была созвана чрезвычайная сессия Верховного Совета Осетинской ССР, где обсуждалась общественно-политическая ситуация республики. Богатырев принимал участие в сессии как член правительственной делегации Ингушской республики. На сессии было принято соответствующее постановление. 18 ноября в станице Орджоникидзевска противовес партии НИСО во главе с Кадзоем Исой был формирован фронт национального согласия Ингушетии, единство, президентом которого стал Богатырев. Фронтом была также учреждена газета «Единство» под редакцией Хамчиева. Ой, я просто... Тут что там только нет. Это 11 страниц, это читать мы не будем. Это после ингуши свои учителя или деканы. Там профессора читать. Это, я читать отказываюсь. Это уднятину. Можно просто пересказать своими словами. Тем более мы тоже являемся свидетелями этих событий. Я, конечно, не могу похвастаться, что я был участником, так как я еще был ребенком, но, знаете, я был очень политически подкованным мальчиком, и в Грозном, в 88 году, я помню Грозно, вот эти времена, правда, я не ходил на эти съезды, не бегал, как Идрис Базоркин в 10-летнем возрасте побывал в селе Базоркино на съезде Ингушетии, на первом съезде Ингушетии 1921 года, по-моему. Конечно, я не такой уж подкованный, но вот примерно я там, город Грозный, Чечено-Ингушская ССР, эти события там проходили ингушские события, и параллельно с ними проходили и чеченские. Я помню Народный фронт Чеченской Республики тоже был. Народный фронт Чечено-Ингушской Республики. Там тоже, вот я сидел возле кинотеатра «Космоса», но там был подростком, я любил фильм посмотреть, и оружие. Если вот это кафе, я увидел вот этот председатель вот этого народного перевода, знаете, это очень известная личность была. Это вот этот председатель, по-моему, Зелим Яндарбиев, я мог ошибиться, по-моему, Яндарбиев это был. Народный фронт, который против химического завода, вот это удар месяца они выступали, из-за этого они продвинулись. Вот у нас две события, ингуши свое мутили, и чеченцы мутили свое. Короче, мутная вода, и, конечно, многие воспользуются этим, особенно эти ингуши, и знаете, сколько они нам вреда они несли, и этот Дудаев появился, и это все, вот они, московский, вот он рассказывает, он сам рассказывает, как он ходил к Ельцину, там убеждал, все это рассказывал, какие чеченцы хорошие или нехорошие, вот еще, да, он еще с ним сидел, пил коньячком там, сидел там с ним, ухал дядя, чтобы продвинуть ингушский интерес. У них это, ну, вы поняли, да? Если нужно, и как в Голливуде, и через постель пойдем. Вот ради Ингушетии они готовы продать свою душу дьяволу. А вот этот человек как сумасшедший бегал, ходил, я не знаю, возмущался там.
Все, что истерики я видел, истерики в Верховном Совете, когда он вот чечен сейчас захватит нас, принять это решение, вот он истерил вот это выступление, что чеченцы хотят их оккупировать, кому они нужны, тем более чеченцам. От них чеченцам болела голова, 70 лет они жили с ними вместе. Но вот очень странное поведение, очень такие истерики закатывал. И вот он рассказывает, сколько раз он гадости. Вот у наших чеченцев же он был Ельцина почему-то, постоянно бегал к Ельцину. И вот это они, Ельцин же приехал Азрань Старовойтова. И вот это, знаете, как-то так события в Чечне, Дудаева, этот бардак вышел. Вот они воспользовались этим и очень близко дружили Ельцину. И вот это все, вот они не говорят открыто, как они, но вот, скорее всего, вот это он рассказывает, как бы смешную такую, как Хасбулатов измывался, нехороший чеченец, как он ноги ставил, палки ставил, ноги там, я не знаю, колеса. И вот он старался, вот, не хотел, чтобы и мужчины ходили гордо поднятые головой. И вот рассказываю такой случай, когда водили из Германии, там 9 дивизий, по-моему, вводили советские войска, то потом они стали российскими после развала СССР. И вот Ельцин говорит, что я сделаю, вот этот законодательная власть не хочет вот это. Он говорит, знаете что, говорит, вот это Руслан Хасбулатов, вот сейчас те 9, представляешь, такое прийти в голову, что пошел Ельцин, вот такой вот инициатива, чтобы создать эти Ингушетии. Мы сейчас это Руслан Хасбулатова, главу, вот отправим в Турцию, турки типа очень хорошо строят вот эти, как это, дома в воинской части. Вот помните, в начале 90-х, вот, действительно, Турция, вот это войско, которое с Германии вывезли из Венгрии, Германии, Польши. Вот им строили эти турецкие строители, вот эти дома. И вот он с инициативой Ельцина пришел, чтобы отправить Руслана Хасбулатова на переговоры с турецким президентом, чтобы он там вот это. И он говорит, в течение 3 дней, пока он там гулял, веселился, на море купался, вот он добился того, чтобы создали эти Ингушетии. И знаете, это чеченофобия вот этого человека, это закашляют, конечно, это в пределах, поэтому они убрали этот ролик, потому что это как, вот на каждом, вот это, что он только там, они говорят, и сразу осетине, вот осетине чеченцы. И вот сейчас осетины-то ушли, они уже друзья, они уже братья. Вот чеченцы, вот мы сейчас пожинаем эти плоды вот этого Богатырева, Бембулата, не состоялся сам. Представляете, столько сил, столько энергии потратил пустую, и головой даже не сумел стать. И вот этот, он победоносный герой их, я не знаю, какую победу он совершил. Так и на зло чеченцы, это русские и так создали бы ваши Ингушетии. На ваших хотелках там были еще осетины. А вот на зло чеченцам, да, вот они вас создали. Но это было просто желание Ельцина, он же демократ большой, и вы подхалимы большие. И вот так сошлись звезды, можно сказать. Точно так же был бы чудом, если вам пригородный район, да, вот это было бы, конечно. Вот это да, если вам отдали бы пригородный район, вот это да, вы действительно потрудились. А так, воспользуйтесь моментом, что чеченцы плохие отношения с этими русскими, и вы, товарищи, столько вот против Хасбулатов. Сейчас я понимаю, вот как используются отношения Ельцина с Хасбулатом. Это вы, товарищи ингуши, это ваши бексолты Сенароевы, Бебулаты Богатыревы, Костоевы, Беслане Костоевы.
Фагильго, как это был еще вот этот Фагильго, по-моему, депутат тоже от Сунжского района, который Фагильго тоже постоянно выступал такими хорошими речами. И вот теперь я понимаю, ваше коварство нет предела, ваша ненависть тоже, оно бессмысленно, она не имеет над собой почву. Вот Ельцин настроил против Руслана Хасбулатова, и вот отношения испортили. И вот сейчас, когда вот этот старик трясущими руками все это рассказывал, я просто сразу, знаете, что мне пришло в голову? Вот тогда я не мог это понять. Может, действительно, коммунистов не любил этот Ельцин. Но, извините, пожалуйста, Руслан Хасбулатов, какой он был коммунист? Он был профессором. И вот это русским вице-президентом. И вот эта ингушская Кассандра, вот этот Богатырев, приложил свою руку, бокальчики с виски поднимал за здравие Бориса Николаевича. И вот он очень много говорил про этого Хасбулатова, и как он подходил Ельцин, все это говорил, как Ельцин вот там старался его выслушать, там взбодрить, вот это интриги за спиной Руслана Хасбулатова устраивал вот этот ингуш. И вот такие они все. И вот в Грозном всю свою жизнь прожил, вот не смог одного дня прожить этой Ингушетии достойно, как он в Грозном поднятой головой бегал от правоохранительных органов, прикарманивал чужое добро банковское. Ну, вот такое. Да. Ты же рассказываешь, вот сейчас я это буду говорить, о, это нехорошо, это некрасиво, это неправда. Да, неправда, да, вот он же тоже рассказывает неправду. Кому верить? Я просто пересказываю то, что он говорит. Вот этот красотка, посмотрите, она сняла двухчаса это видео до 2012 года. Вот, он все это рассказывает. Типа, это была победа. Дидигой 2012 года, вот видео, которое она сняла, 10-минутное видео для своей вот этой, не знаю, школьной, театральной, там, что там, это у него было задание. Вот трехчасовой фильм, 2 частей она сняла с этим Бибулатом Богатыревым. Ждали, пока он там немощный. Вот, интересно, а нельзя было это интервью взять в 2024 году? 2024 умер, 2015. 1992 году, или, я не знаю, 91 году, 1996 году, 2007 году. Он же находился в Азране, может, с Москвы приезжал, я не знаю. В 2000-х годах он находился в Азране, в 2001, 2005, 2010. И почему-то именно, когда он вообще стал немощным, там, больным, вот прийти, и бедный несчастный старика, вот так, конечно, мы не... Представляете, вот какое должно быть ненависть, вот осетин, чеченцев ненавидеть, я не знаю как. Да, вот это показало истинно. Порядочный человек, я мог бы поверить ему на слово, если он говорит, я не крал это 18 миллионов рублей из банка Азрани, которые выдали, типа, купить оружие. Он говорит, что это с расписки были, что мы купили, все под расписку, кому отдавали, тоже все под расписку было. И, 18 миллионов куда-то пропали. Он такой, тогда это большие деньги, конечно. Это получается 18 квартир. Мы в 91 году или 92 году, по-моему, купили тоже в Грозном 2 квартиры. 1 000 000 рублей мы отдавали.
18 квартир, это же огромные деньги. За 1 000 000 рублей трехкомнатную, 1 000 000 рублей двухкомнатную. Вот так мы как-то покупали в Грозном квартире для старших братьев. Помню, вот 1,5 миллиона или миллион, что ли, я не помню, но все равно 15 квартир, да. Это же большие деньги. И вот откровенничал человек. Вот я даже не знаю, даже не стоит вторую часть снимать. Мы все знаем, что за этот великий патриот. И вот самое его знаменитое вот это высказывание, вот он тоже, мы знаем 3 разные варианта этого высказывания. Я хочу просто все 3 варианта вам высказать. Первый вариант высказать. Короче, после вот этого, когда решался вопрос создания своего мечети, он находился в Грозном своей трехкомнатной квартире, взял батон, разорвал его, кушал этот батон и обратился типа к Богу на зло осетинам и чеченцам, пусть создадут эту республику. Потом в 2013 году вот этот Мехкел у него в гостях, вот это знаменитое интервью, где он тоже это повторяет, что он сидел, помолился Богу, что на зло чеченцам и осетинам создали вот эти мечети. А есть еще третий вариант, я об этом и знал. В комнате, вот, в кабинете Ельцина он поднял коньяк, и назло осетинам и чеченцам, вот говорят, выпил коньяк с Ельциным, Борисом Николаевичем, чтобы назло чеченцам и осетинам вот создали. Вот 3 варианта. Вот выбирайте, какой вы хотите. Вот раз наш человек. Если был порядочный, я поверил бы, что он не крал эти деньги. Вот потом сколько он льет грязи на этого. Ой, это Руслан Аушев, генерал, убийца афганцев, типа. А ты предатель своего народа, ты же чечен-мушете, предал свою родину. А ты это ничего. Потом еще они не создали свою мушете, год даже этой свою мушете не исполнилось. Все вы проходимцы жили еще в Грозном, там сидели в этих сладких доходных местах, за это задницы, вот за этой копейкой сидели там, некому было в вашей мушете что-то восстанавливать, и вот ты сбежал, исчез своим бексолтом, своим роем, и оставил республику, сперва ты предал свою родину Чечению мушете, а потом предал свою родину республику, которая еще годики, не представляете, мать бы бросила, отец и мать, давала ребенка, бросила бы и испарились. Вот питайся, ходи, что хочешь, вот как это, вот как это. А потом, когда я смотрю хронику, раньше мне очень жалко было этих ингушей, этих женщин, которые плакали, когда, помните, 14 июля объявляли о создании мушети, там на каком-то горке, все эти женщины, старики там, и вот эти женщины, это много женщин, там в обычных кадрах только одну женщину показывают, что она плачет, а когда вот есть еще другие ролики, где очень много женщин плачут, там слезы, представляете? И я сперва просто жалко, наверное, как будто бы они жили в концлагере, Чечении, Ингушетии, как будто бы их заставляли Грозным находиться там. Вот. Кто им мешал обратно поехать? Назрань рядом, 100 километров от них, этот Азрань, как будто бы она находилась в другой галактике, куда они не могли туда добраться, они что, вот не могли там поселиться, они что, не могли там купить эти дома, квартире жить, и вот как будто бы у них отняли родину, и как будто бы их возвращают с депортации. И вот так эти слезы. Знаете, какие должны быть в головах этих людей? Они жили с вами братьями чеченцами, один и тот же народ почти.
один и тот же язык, культура, обычаи, традиции, их права, они 5% не представляли население Чечен-Ингушской ССР, где 1 миллион чеченцев и 300 тысяч русскоязычных, их 100 тысяч там не было, 100 тысяч их не было. Все они проживали это Осетии, и вот это Грозном, и в самом Назране, их сколько там проживало. И вот когда создавали Республику Ингушетии, ну вот такой, и вот странно. Давайте я лучше, есть много чего сказать про этот человек, но вот оставим это для истории. Смотрите их ее интервью, вот это всякие, вот это странно, я бы не хотел бы, конечно. Вот такие вещи, такие замысловатые слова. Очень такой печатки. Считаю, сейчас я даже не могу собраться мыслями, потому что очень много информации. Все это выдат вам тоже. Вот такие мелочи. И вот кажется, я сейчас понимаю природу ненависти этих ингушей чеченцам, потому что такие же, как этот Бейбулат Богатырев, как вот эти, очень их много, этих стариков, которые, это война и хандок, которые себя позиционируют как бы чеченцев и ингушей, вот какая у них ингушская пропаганда. Они своей пропагандой, я не знаю. Очень, и там тоже это выступление Сейна Руева, вот этого Бейбулата Богатырева. И своеобразно. И мне очень нравится, когда эти ингуши, вот сразу чеченцы что-то скажут, о, смотрите, что они говорят. Но никогда не проговаривают, что говорят их провокаторы, что говорят их эти непорядочные люди, днем и которые сидят там, мы-то чеченцы, просто отвечают, вынуждены отвечать. А вот их это нормально. Вот про своих, даже войны Хандок, постоянно в своих этих лайв-репортажах, вот чеченцы это сказали, мы не должны совсем чеченцам так относиться, мы хорошие, мы такие, есть плохие чеченцы, есть хорошие чеченцы, а про своих хороших ингушей не говорят. Ингуши все хорошие, порядочные все у них. Вот это странно. И вот я удивляюсь, конечно, я удивляюсь этим. Кого они дурят, кого они считают за идиотом, тоже непонятно, конечно. И вот такая история, короче, десятки страниц, которые, зачем нам его повторять, говорить про это. Ну вот я, честно, очень странно почувствовал себя. С одной стороны, облегчение, я понял, что вот это с самого начала у них это заложено. Это еще, мы слышали чеченофобию, вот это Идриса Базоркин, который всю свою жизнь ненавидит чеченцев, и других ингушей. И вот сейчас из-за социальных сетей мы слышим эти отголоски этих отщепенцев. Ну, вот такой. Ну, вот такой. Потом удивляешься, почему вот так плохо все. Почему эти ненависть взаимная. Почему нельзя просто так посидеть, поговорить. Бывает, знаете, не все гладко было, это и создание Ингушетии. Сколько они предательств нам, чеченцев. Вот это Бейбулат Богатырев все рассказал. Вот ты можешь понять, как это, он постоянно бегал этому Ельцину, пользуясь тем, что чеченцы плохих. Там Дудаева, там вот это, и вот воспользоваться моментом, и постоянно они его принимали, они-то думали, вот, сейчас мы натравим этих мужчин на чеченцев, и вот, представляете, в закрытых дверях, без свидетелей, какие беседы, это алчные, мелкие людишки вели против нас, чеченцев, за нашими спинами. Мы просто хотели свободы. Вот они говорят, вот ужас, нас, чечен, Ингушетии, угнетали, мы это в 1973 году устроили это манифестации, где сотни тысяч, там в кадрах нету, 1000 человек
там 10 тысяч нету, тысяч их нету там. Ну вот так, приплюсиваем свои заслуги. И вот хорошо, если вы так, вот вам так было плохо, почему вот у чеченцы тоже, нас тоже лишили родины, не только вас, товарищ ингуш, лишили этой родины, нас тоже лишили родины, присоединили вас к нам, и нас лишив прав, многих прав, и потому что если были бы чеченцы русские, мы с ними разобрались бы, как-то поставили бы их на место. А так как вы, вот сборная, вот очень сложно было. Мы верили вам, а вы верили этим русским. И вот получался вот это непонятки. И вот вы наглые, бесцеремонные, лживые братья, и вот вы, вот именно русские пользуются с вами, чтобы нас успокаивать, чтобы нас обманывать, чтобы нас вот унижать наше достоинство. И потом вы мне приходите, пишете, лучше, чем ходить на эти шабашки, вы бы учились бы, поэтому мы мужи вот такие, а вы безграмотные, без этого. Да, потому что вы все чеченские, миллион, почти, только в 70-м году чеченцев было, в начале 70-м году почти 700-800 тысяч человек. В 88-м году уже миллион стал их. Куда людей, где работать, их какие семьи, как чеченцы могли кормить своих семей. Если вы все вот, решили устроить себе сладкую жизнь в Грозном, и вы, русскоязычные, там, мест мало было. Но вы же сами говорите, только 3% у нас была квота. Квота была и для чеченцев. Если вы занимали 3% квоты, чеченцам оставался далеко от бублика. И вот, и я не пойму этих чеченцев. Вот, они должны быть зли на вас. Они должны вас, знаете, товарищи, как называемые братья, вот вы, эти, и там в России, в Москве, вот эти концерты, эти свои ингушские джазы устраивали. И в Грозном тоже сам с этими русскими шашни водили. Конечно. И вот и удивляешься. Вот к терпению чеченцев, вот как они к вам относятся, даже сейчас, после того, что было. Потому что у ваших манипуляций, ваших этих истерик 2018 года, ваших этих античеченских это лозунгов, и то сейчас чеченцы как-то, ой, эти ингуши, это наши братья, никакие не братья. Знаете, вот вы потомки этих ваших великих ингушей, и достойные потомки. Пока-пока, с вами был одинокий Джейсон. Не получается у нас разговор про этих великих ингушей. Ингушей, я не знаю, стоит ли продолжать все вот это. Странное это чувство. После просмотра вот этого видео сегодня я вообще сижу, просто сперва я спал, просто лег на диван и просто отключил телевизор. И просто пришел в себя еле-еле. Такой тяжелый осадок он оставил меня. Представляете, вот как это? Как таких тварей носил? Как они вот сидели в этом Грозном, и им ничего за это не было. Вот как это? Как это? Но такая судьба. Пока-пока. С вами был одинокий Джейсон. Мира и добра всем вам. Пожалуйста, не обижайтесь. Я честно слово, просто вы это не знаете. Я знаю очень много вещей. Я не все озвучу в своих видео. И как быть мне, я тоже не знаю, если честно. Можно обязательно этих ингушей, но и чеченцы хороши. И не помнят, помнят только доброе, зло они не помнят. И вот сейчас я боюсь, что вот этим, зная нашу национальную, вот это, нашу порядочность, зная наш вот этот ущерб себя, вот точно как я тоже в этом городе ущерб себя, общаюсь с этими людьми. Вот все это зная, вот ингуши это знают, что они могут
обдурить нас. Поэтому это война, хандоги, всякие эти сайты, эти писатели, которые обогачи, которые за дружбу с чеченцами, ингушами, но только в ингушском варианте. И вот много-много-много всего, вот они все, вот, все дружно, вот, не знаю, и тогда они все дружно нам гадили, сейчас продолжают свои великие традиции. Богом судья, я никого, знаю, прощать незачем. Вот этих людей, кто-то уже ушел в мир иной, кто-то еще дойдет до этого, а есть еще молодежь, последователи этих великих идей. Но это одну минуту. Действия ингушев, чечен-ингушских СССР классифицируются как этнический сепаратизм. Вот с сепаратизмом, вот они, вот даже это, знаешь, там очень много, многие советские, российские, чеченские, ингушские, вот это писать, все это пишут, но оно классифицируется как этнический сепаратизм. Вот интересно, вот не в самом России они это делают, а в своем доме. Как это? Вот это тогда они вот так отделились от нас своим этническим сепаратизмом. И сейчас продолжают эти же традиции. Бамут смотрит, вот этот, я же забыл, этот дед уже забыл, что в Свердловском районе входит станица Асиновка, это чеченский район, но он в своем разговоре Асиновка повторяет, как будто он ингушка. Вот это интересно. Вот такие дела, вот такие пироги осетинские. Ой, да. Вот такие горы. Это какая красивая природа. Пока-пока. С вами был Одинокий Джейсон.